Татьяна, сейчас активно ведутся переговоры и обсуждается вопрос возможного освобождения украинских военнопленных моряков и украинского режиссера Олега Сенцова. Вот что вы думаете по этому поводу? Насколько это реально, по вашему мнению? Уже давно не было таких активных движений в этом направлении, но хочется надеяться, что они к чему-то приведут. Я бы еще назвала, кроме Олега Сенцова, конечно, это тех ребят, которые содержатся у нас в Уральском регионе, это Саша Кольченко и Станислав Плых. Я знаю, что в переговорах между Москальковой и Денисовой с нашим и вашим омбудсменами прозвучали фамилии еще нескольких заключенных, у которых есть проблемы со здоровьем очень сильные. Я бы хотела, чтобы в первую очередь, конечно, о них шла речь. Мы получили вчера буквально письмо от Олега от 12 июля. Вот он там пишет буквально следующее, что у меня, как всегда, как обычно, все в порядке. Посылок и денег пока не надо. Дадим нашим правителям недельку, надо договориться. Тем более, что телефонами, судя по всему, уже они обменялись. Вот 12-го у него были такие сведения. То есть человек тоже надеется и ждет, и, в общем-то, все сейчас напряжение. Вот я, например, целый день сижу с телефоном и смотрю новости по этому поводу. Татьяна, а скажите... Татьяна, вот вы сейчас озвучили то, что написал вам в ответном письме Олег Сенцов. Правильно ли я понимаю, что политический заключенный надеется на то, что его в ближайшее время освободят? Олег надеется не столько на то, что его освободят. Конечно, каждый человек надеется, что он получит свободу. Да, он надеется. Но ведь вы помните, что он всегда заявлял, что пусть я буду последним гвоздем в гроб диктатора. То есть он говорит, что я хочу быть последним в этом списке. И его голодовка была посвящена освобождению не себя лично, а всех ребят, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Поэтому, конечно, он надеется. И надеется на то, что что-то хотя бы произойдет в отношении других. Но скажите, вот эта фраза, которую вы озвучили, она свидетельствует о том, что он, возможно, что-то знает конкретно о возможном освобождении? Ребят, давайте как он может что-то знать конкретно, когда он находится там, в Лабытнанге, за гратами, как вы говорите, и смотрит только российское телевидение. Все, что ему пишут друзья в письмах, оно подвергается жесточайшей цензуре. Конечно, много пропускает цензура. Вот наши письма, которые дошли до него, они не были подвергнуты цензуре. Но, вы же понимаете, мы пишем аккуратно, осторожно, его друзья тоже пишут аккуратно и осторожно, чтобы не навредить Олегу. Что он знает только вот самые общие какие-то вещи. Я даже не уверена, что до него дошло обращение, поздравление президента Зеленского, ведь, насколько я знаю, он разместил это в своем Фейсбуке, на странице в Фейсбуке, но я очень надеюсь, что и каким-то образом другим еще до Олега это дошло. Поздравление, может, там через письмо по электронной почте или нет. По крайней мере, вот пока у нас нет сведений, что он об этом знает. Спасибо. Наверное, у адвоката спросить нужно. Он же недавно посещал его, и Аскольд Куров, и Дмитрий Зинзов его посещали. Может быть, они знают более подробно какие-то вещи. Спасибо. Это была Татьяна Щура, участница Уральской правозащитной группы, с нами на прямой связи.